9 мая в том 45 году, солнце туманно вжигая, встало у нас на виду. Дальние дали, в каждое глянув окно, в каждой солдатской медали жарко сверкнула она. Что же оно озарило? Рваные раны земли, братские наши могилы и горе у каждой семьи. Этой кирпичной залою, рядом с авином пустым, рад я, что помнить такое вам не дано молодым. Щедрые ваши рассветы, гордой любви торжество, все это солнце победы, все это отблеск его. Эверстова Сардана, ученица 10 А класса, Намская общеобразовательная школа номер 2. Стих Владимира Высоцкого «Братские могилы». На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают, к ним кто-то приносит букет цветов и вечный огонь зажигает. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы единые слиты. На вечном огне лишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск, горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. На братских могилах нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? Шадрина Эмилия, ученица 8 Б класса, Намская средняя школа номер 2. Михаил Исаковский. Враги сожгли родную хату. Враги сожгли родную хату. Сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату? Кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле, травой заросший бугорок. Стоит солдат и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай Прасковья, героя, мужа своего. Готов для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал, и только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил, на серый камень провел. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись во веки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печальной бокалом. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его катилась медаль за город Будапешт. Самсонова Демьяна, 8 Б класс, ученица Намской средней образовательной школы номер 2. Темная ночь, один пока. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет глубину нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Верю в тебя. Радость моя, я спокойно в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью мою, что с нами случилось. Смерть не страшна, с ней не раз ты встречалась в степи. Это сейчас она кружится. Ты меня ждешь, и в детской кроватке не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. Плотникова Виталина, 9 А, Намская средняя общеобразовательная школа номер 2,
Александр Твардовский. Отрывок из Василия Теткина. Только взял боец трехрядку, сразу видно, гармонист. Для начала, для порядку, кинул пальцы сверху вниз. Позабытый, деревенский, вдруг завел, глаза закрыв. Стороны родной, смоленской, грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. От машин заиндевелых шел народ, как на огонь. И кому какое дело, кто играет, чья гармонь. Только двое тех танкистов, тот водитель и стрелок, все глядят на гармониста, словно что-то невдомек. Что-то чудится ребятам, в снежной крутится пыли, будто виделись когда-то, словно где-то подвезли. И сменивший пальцы быстро, он как будто на заказ здесь повел о 3 танкистах, 3 товарищах рассказ. Не про них ли слово в слово, не о том ли песня вся, и потупились сурово в шлемах кожаных друзья. А боец зовет куда-то, далеко, легко ведет. Ах, какой вы все ребята, молодой еще народ. Я не то еще сказал бы, про себя поберегу. Я не так еще сыграл бы, жаль, что лучше не могу. Я забылся на минутку, заигрался на ходу. И давайте я на шутку это все переведу. Гоголева Виктория, 9А, Намская средняя общеобразовательная школа номер 2, Александр Твардовский, отрывок из поэмы Василий Теркин. Словно в праздник на вечерке, половицы гнет в избе, прибаутки, поговорки, сыплет под ноги себе, подает за штукой штуку. Эх, жаль, что нету стуку. Эх, друг, кабы стук, кабы вдруг мощеный круг, кабы валенки отбросить, подковаться на каблук, припечатать так, чтоб сразу каблуку тому каюк. А гармонь зовет куда-то, далеко, легко ведет. Нет, какой вы все, ребята, удивительный народ. Хоть бы что ребятам этим с места в воду и в огонь, все, что может быть на свете, хоть бы что, гудит гармонь. Выговаривает чисто, до души доносит звук. И сказали 2 танкиста гармонисту: знаешь, друг, не знакомы ли мы с тобою? Не тебя ли это, брат? Что-то помнится из боя, доставляли мы в Санбат. Вся в крови была одежа, и просил ты пить да пить. Приглушил гармонь. Ну что же, очень даже может быть. Нам теперь стоять в ремонте. У тебя маршрут иной, это точно. А гармонь-то? Знаешь что? Бери с собой, забирай, играй в охоту. В этом деле ты мастак. Весели свою пехоту. Что вы, хлопцы, как же так? Ничего, сказал водитель. Так и будет, ничего. Командир наш был любитель. Это память у него. И с опушки отдаленной, из-за 1000 колес, из конца в конец колонны, по машинам донеслось. И опять увалы, с горки, снег до елки с 2 сторон. Едет дальше Вася Теркин. Это был, конечно, он. Габушева Влада, 10 класс, Намская средняя общеобразовательная школа номер 2, поэма «Реквием» Роберта Рождественского. Плескалось багровое знамя, горели багровые звезды, слепая пурга накрывала багровый от крови закат. И слышалось поступ дивизий, великая поступ дивизий, железная поступ дивизий, точная поступ солдат. Навстречу раскатам ревущего грома мы в бой поднимались светло и сурово. На наших знаменах начертано слово «Победа». Победа во имя отчизны, победа. Во имя живущих победа. Во имя грядущих победа. Войну мы должны сокрушить. И не было гордости выше, и не было доблести выше, ведь кроме желания выжить, есть еще мужество жить. Навстречу раскатам ревущего грома мы в бой поднимались светло и сурово. На наших знаменах начертано слово «Победа». Победа. Тихонов Сайдам, ученик 10 класса Намской средней общеобразовательной школы номер 2, поэма «Реквием» Роберта Рождественского, глава 10. Помните, через века, через года, помните, о тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердце стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните. О тех, кто уже никогда не споет, помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните, мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли, убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту принесите через года и жизнью наполните. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Уже прошли те времена, когда была война, когда на землю пролилось немало слез и крови. Победа нами была обретена, хоть многим принесла немало боли. Так вспомним этот день, когда мы победили, и искренне поздравим всех, кто Родине служил, за то, что кровью за Родину свою пролили. С победой вас мы поздравляем и благодарим. Уж сколько об этом написано строк, и столько же песен спето. Проходят года, но не тот этот срок, чтоб забыть нам об этом. И каждой войной опаленный солдат, надев ордена и медали, сегодня помянет погибших ребят, которым медали не дали. И пусть нам известно об этой войне из книг, написанных вами, за что мы вам благодарны вдвойне. Спасибо, что вы рядом с нами. Как морозно, как светла дорога, утренняя, как твоя судьба. Поскорей бы! Нет, еще немного. Нет, еще не скоро. От порога по тропинке до того столба надо ведь еще дойти до туда. Этот длинный путь еще прожить. Может ведь еще случится чудо! Где-то я читала. Может быть, жить, потом не жить. Что это значит? Видеть день, потом не видеть дня. Это как? Зачем старуха плачет? Кто ее обидел? Жаль, жаль меня? Почему ей жаль меня? Не будет ни земли, ни боли. Слово «жить». Будет свет и снег, и эти люди. Будет все, как есть. Не может быть. Если мимо виселицы прямо, все идти к востоку, там Москва. Если очень громко крикнуть «Мама!», люди смотрят, есть еще слова. Граждане, не стойте, не смотрите, я живая! Голос мой звучит. Убивайте их, травите, жгите! Я умру, но правда победит. Родина! Жги меня, страдание людское, стань родною мукою моей. Мне хотелось написать прозою, уронив слезинку на ладонь. Чтоб эта девочка для всех родная стала дочкой тысяч матерей. Помните о Зое, провожая в путь к победе собственных детей. Ты, солдат, стал на поле чести. Еду ты, ты вспомни, как он весь той, кто ты любил. Но не только скорбной слезой, пусть закрыться свой взгляд, потому что вся ее отвага устремленная в жизнь. Шаг к победе, может быть волшебным. Вперед, конечно. Шаг к победе — это очень много. Оглянись, подумай свой черед. И ответь обдуманно и строго, сделал ли ты этот шаг вперед. Близкие, товарищи, соседи, все, кого проверила война, если бы каждый сделал шаг к победе, как к нам приблизилась она.
Нет пути назад, вставай грозою. И что бы ты ни делал, ты в бою. Мне хотелось написать прозою, будто про родину свою. Вся в цветах обрызгана красою, ярких бликов утренних вечерей. Мама, как ты представляешь себе День Победы? Как ты думаешь? Ведь правда же весна? Непременно весна. А если зимой, то все равно снег растает и расцветут цветы. Сынок мой, сынок! Для моих детей и для их товарищей не было ничего важнее родной страны. Все, чего они хотели, это строить, а не разрушать, созидать, а не уничтожать. И я глубоко верю в ваше будущее, в то, что ваша жизнь будет хорошей и счастливой. Луч поляну осветил и ромашки разбудил. Улыбнулись, потянулись, меж собой переглянулись. Ветерок их приласкал, лепестки заколыхал. Их заря умыла чистой, свежую росой душистой. Так качаются они, наслаждаются они. Вдруг ромашки встрепенули, все к подружке повернулись. И эта девочка была не как все цветы бела. Все ромашки, как ромашки, носят белые рубашки. Все как снег, она одна, словно кровь была красна. Вся поляна к ней теснилась. Почему ты изменилась? Где взяла ты этот цвет? А подружка им в ответ: вот какое вышло дело, ночью битва здесь кипела. И плечо в плечо со мной тут лежал боец-герой. Он с врагами стал сражаться, он один, а их 15. Он их бил, не отступил, только утром ранен был. Кровь из раны заструилась, я в крови его умылась. Он ушел, его здесь нет, ни одной встречать рассвет. И теперь по нем горю я, как чулпан-звезда горю я. Дети блокады, их теперь совсем немного. Тех, кто пережил блокаду, кто у самого порога побывал к земному аду. Были это дети просто, лишь мечтавшие о хлебе. Дети маленького роста, а дышать почти на небе. Каждый час грозил им смертью, каждый день был в 100 лет. И за это лихолетие им положен целый свет всего, что можно, и всего, чего нельзя. Только будем осторожны, не расплещем память зря. Память людей конечна, так устроен человек, но такое надо вечно, не забыть из века в век. Бүгін көйі күні, ағасы астырым білбекке, тоңа қада өлеләбет, кірас астақын дебекке, ұдуйбаққа сүрігірбіт, қорсындар қолбаттыр күндер. Он күдәңет көптір, кинелер алар бұтақ алақ тұрыр, кинелер түріп бұтақ ағалырын, кинелер ұрасын алырын, ұңныман үйесас ұңныман. Бүгін көйі күні, жан народ тұғығар. Вот бурга аннысынан қарбыт, есір тұғығар. Кыргыз ханудын аспыт, ажырға әстағы соғарбыт. Албан аттақтырып күнлері. Бомбаға бұлжа дақтарам, үлелер жықтан қарбыған. Соң бобы кырачанығыны, жиені ағаны бар жөні. Умнымын күне сасылымын. Қал болын әбәлерге, ұруй болын әхәлерге, ұлу көйіні оғансыбыр, көңіл олақ ағасыбыр. Таптаулар жаройдар бұтығар, бұтық маңы жан бұтығар. Көйі күні, состақ сәрі кәмігір, сұт, құраны торабыр, күнлері түнлері үлелер, көйі тұғығар, тұруласпыр.
Тыленнах сұрақтар күннері. Ол жыл саға уратыта соғады. Сайына да кемигер келбіді. Арай әлі олық үреллен сәри ғыртыны сабатталды. Бастығы хомур сұраға сири кілие көппіді. Кирбіді балағаңна, тейбіді қодуғаға. Оға жақтар аймамыда. Әрі жон жіппербіді. Крабыл тұтурдағы еті. Котур сүгәрдә хагата, киббиттере кодуһаттан. Ол киэһэ, үңкүрбүтэ, балаган. Уя хая соғытан, атарбыта иете кергенин. Биддә күһүн көтөгөн, тердибите аян соғар доғорун. Чеддәх ытыссылаға, умнуллубатты кимпите, ағатын сылған ылыта, пахында қатыламатаға. Ким білеғай, олар ақсыйдың, ағата сәли көріғын. Ағаяқ қонуынан крестьян, сәри тұлаяға болуғын. Истеғат томигін мен сақағыллата, Берлин анныгар көмірлі ғытабын. Небіттен тәйбітім 6 сыл болла. Дойдығын бар жамын, ұлыста ағынным. Мен алақ тұғығар, әйе жол тұғығар. Түрәбіт дойдығын көміскән өлбітім. Қырықтақ қырқығы кытастар отығар. Үрін күн сырдығын өтейіп көлбітім. Әйе қатуақ болтын бұқатын білбәтпін. Кәргенім әйдәқ бара дұл білген. Олтағы аңарпын бұрыстығын әқтім. Бұқа ден тұтарбат, соңабат болуқтым. Мен суақпар алағым чаргиен тұрдаға. Көрілі тойдаға көрегетче чағым. Қос сеннәқ болларбын, улатын әрдіға. Ол жолтын мен сордақ, бұқатын маттағым. Үрдібер ағалан нөбұғын ұрдарғыт. Bir ытыс алағым борыттан құрдарғыт. Білбәкке табатын мен қанысытарбын. Тоқ қанлық дойдуға қара борбаттырын. Күхір арқынаттақ мақсуғыл боламын. Ақтылған арқыстақ дойдуғар дейдербен. Өйеттен ұрғуйдық әркеғ жаммын. Дойдуғын бар жаммын. Мен састы өтсәри, өрдерін санныгар сүппіті, жан кенін юргунун сүтәри, күлімәқ күндерін көрбіті, тыыннарын тәләқ юргун жан, бертәрәй иесір тұғығар, тәләқ жан соққарды олан, болтарай ол сәрі болтығар, тәләқ кей құрбастыра, бүгін күннің нұры болу оғай, сарбылған әрдіғі састыра, ол оны амакемің оғай, ағаян әрмін көлгенім, қайыңый айылға ұяғын. Әме бір ұрсытық әбіллән, аймата мен өйбін санабын. Бағыр бұд мен дуғам жарғатын, көбітер қас сүтік сұраға, меқады өлі мұстар бағын, сарытан сарпыңны тұрдаға.